Так, вот пришла машинка. Вот, а что-то смотрю, тут бампера, что нету-то, блин? Куда бампер делся? Куда делся бампер? Или его на фотках я не увидел? Вот понять не могу, сейчас надо посмотреть на фотках. Может, он внутри лежит в машине? Вот. Такие дела. Вот. Ну, вроде все отлично. Все нормально. Все нормально вроде. Так, ну заводится уже хорошо вроде. Сейчас будет спускать он машинку. Машинка заглохла. Что бы это значило? Фу, наконец-то спустили, короче, не разобрались с тормозами, брейками. Ручным тормозом, он электронный был. И что-то не разобрались, сейчас получилось все. Окей. Так, ну что, короче, по первому осмотру работа здесь точно есть. Вот, видно, что за машиной не следили по технике, по техническому состоянию. Колеса все разные, я посмотрел. Все 4 колеса разные, то есть люди вообще деньги не вкладывали особо в эту машину, это понятно. Вот, здесь что-то маслом все забрызгано. Не знаю почему. Вот здесь фильтр стоит, может быть от фильтра, когда меняли, забрызгали. Хрен его знает, короче, надо будет мотор отмыть, понимать, что где течет, вот там генератор там в масле каком-то весь. Ну, может быть, это, я надеюсь, просто от фильтра, когда его меняли. Когда его меняли, а хрен его знает, когда его меняли. Вот, нету охлаждающей жидкости, надеюсь, нигде не течет ничего. Надо будет проверить, хотя бы воды залить вначале. Если будет течь, то там находить течь, устранять. По маслу вроде оно есть. Как бы, вот, по ошибке я показал, какие есть. То есть он показывает по всем 4 цилиндрам ошибки. Я не знаю, правда это или нет. Будем тоже разбираться. В любом случае свечи здесь тоже надо менять. Это уже обычная процедура, как бы замена свечей. Это 100% идет, потому что хрен его знает, когда их меняли. Машины 150 тысяч миль пробега, вот, и фиг его знает, может, никогда не меняли. Вот, что там? Тек, жидкость, тормозная жидкость текла с переднего суппорта. Да, здесь текла. Сейчас не знаю, течет, нет, вроде не течет сейчас. Этот водитель затянул. Ну, здесь вон видно, вот, масло везде подтеки, вон, сальники там дырявые, рваные. Вот. Но, кстати, вот, несмотря на ее состояние, сейчас я проехал вот, буквально не полмили, даже миль 300, 300 фит где-то. Я почувствовал, какая-то машина офигенная. Вот реально я почувствовал ее комфорт. Вот, несмотря вот на это все, со всеми страхами, потому что она, хрен знает, может что-то отрыгнет, сейчас не доеду до паркинга чуть-чуть. Вот, она вообще, я почувствовал, какая она мягкая, офигенная. Мне это очень понравилось. И после, особенно Шевроле, вот этого Коптивы, это капздец. Это просто какой-то космос мне уже показался. Вот, но это так, просто первое впечатление. Но по технике сейчас надо все это решать. Все чеки устранять, приводить ее в порядок. Аккумулятор не разряжен, вроде заводится, все нормально. Вот, но видно, что за машиной ни хера не ухаживали. Вот, по салону там вот поломано. Вот это вот я даже не знаю, от чего надо будет находить потом. По салону вот сломан подлокотник, блин. Надо будет искать. Ну, вот, естественно, бампер с крылом. Вот этот не бампер сам, а вот этот днище бампера, короче, надо будет находить. И вот этот вот подкрылок. Это я видел, $50 стоит с Амазона. А вот этот вот крышка здесь, нижняя крышка бампера, я не знаю, с Амазона можно найти или нет. Идеально бы, конечно, найти такую машину на этом, как его, на джанк-ярде, но такую вряд ли я найду машину. Я смотрел на ближайшем джанк-ярде, таких нет. Во-первых, 16-й год, машина новая относительно, не такая уж старая, и такие машины разбирают по запчастям на продажу. Поэтому такие вот дела. Такие вот дела. Притом тормозная жидкость здесь есть. Я посмотрел, она, ну, в бачке тут есть все. Кто-то открутил что-то специально, там, я не знаю. Тут тормозуха есть. Бачок полный практически. Что-то интересное. Загадки.
Хрен знает, сколько рук сюда лазили, блин, что делали, непонятно. Ну, однозначно, вот, антифриза нет. Вот, но дальше будем разбираться. Ну, короче, я посмотрел сейчас по ошибкам, я стер те, вот, и появились также эти же ошибки. Короче, нарушен порядок зажигания цилиндров, в общем, со свечами, ну, начну со свечей. Надеюсь, свечи поменяю, все это пройдет. Вот, и по катализатору он ругается на датчик, который перед катализатором, вот, на него ругается, ну, не знаю, поменяю тоже его. Вот. Примерный фронт работ понятен по технике сейчас. Вот, свечи поменять, ну, естественно, потом масло поменять, там, трансмиссионное, это уже потом. Сейчас главное, чтобы мотор работал ровно, потому что он немножко троит, чувствуется, обороты плавают холостые. Вот, это первоочередная сейчас задача. Вот. По документам не знаю, когда они придут. Написано, что эти документы на эту машину могут быть с задержкой. Не знаю почему и когда. Ну, будем ждать, так что время есть. Вот. Так что путешествие пока наше откладывается. Я же все по Америке хотел попутешествовать с детьми, с детей взять. Пока вот такие вот дела. Так, сейчас думал покататься немножко, чтобы понять, что с коробкой все нормально. Мотор, понятно, там троит, надо свечи поменять, сейчас закажу. Ну вот, чтобы перед тем, как все начинать заказывать, надо посмотреть, что коробка нормально переключается, машина разгоняется. Вот, соответственно, ну, аккумулятор разрядился, короче, я думал, нормально. Ну, еще зарядим сейчас. Зарядим пару часиков и поедем. Нифига, тут дедуля сосед вообще дает. Сам чистит дно, молодец, блин. Ему сколько лет уже, там, под 90. Вот красавчик вообще, а. Любит лодочку свою. Постоянно что-то там делает. Постоянно. Каждый день приезжает. Не ночует на ней, но вот каждый день, весь день что-то все время делает. Молодец. Так, ну что, машина едет. До 40 разгоняется, вроде нормально. Там на трассу я пока не могу выехать. До трассы далеко. Но 40 она держит нормально. Разгоняется и чувствуется все-таки уровень, класс машины. Она очень комфортная, у нее очень легкий руль, то есть посадка очень удобная. Все-таки вот я понял, за что вот все-таки Volkswagen любят, ну вообще вот немецкий автопром, ну вот в частности Volkswagen очень любят, вот русскоязычное сообщество, русскоязычные люди. Вот, и, ну, коробка вроде работает, все. То есть надо заниматься двигателем теперь, потому что чувствуется неровная работа его, пропуски зажигания. Вот, и это такие вот дела. Вот, то есть машиной стоит заниматься, машина живая. И еще не могу не вот заметить вот особый аромат в машине. Все-таки она пахнет, вот каждый производитель, каждый бренд как-то вот по-особому пахнет. Видимо, это специально делается все-таки на подсознательном уровне, чтобы человек как бы на подсознательном уровне, видимо, как-то приобщался к бренду, потому что вот Chevrolet по-особенному пахнет. Вот у меня вторая машина Chevrolet была, она мне вообще не нравится запах. Какой-то, я вначале думал, это кожаным салом каким-то прошлым хозяином пахнет. Нет, вот вторая Chevrolet пришла после Круза, точно такой же запах. И он мне вообще не нравится. Какой-то приторно-сладковатый какой-то. А вот здесь вот прям пахнет вот какой-то немецкой вот машиной типичной, кого-то Мерседесы, BMW. Вот, я же на разборке работал вот в Техасе, когда был. Я как бы там нюхал машины, разбирал и нюхал. И вот здесь пахнет прям немецкой машиной, и мне нравится этот запах. Так, нашел еще косячок один. Это кнопки руля не отзываются. Вообще ничего не происходит. Вот. Такие вот дела. Надо разбираться будет. Что я ничего не могу там щитки переключить, посмотреть. И гудок не нажимается. Интересно, что это? А, кстати, я вижу, что его разбирали здесь. Вон видно, пластик хреново прикручен. Видимо, этим занимались. Посмотрел мануал Volkswagen этого, капец, какая она тяжелая. Здесь вообще я не нашел информации по технической начинке машины. То есть я даже не увидел здесь фьюзы. То есть я хочу посмотреть фьюзы
которая к рулю относится. Может быть, там что-то перегорело какое-то. Ну, проверить надо. Я не нашел здесь. 3 раза посмотрел, нету обозначения, какой фьюз за что отвечает. То есть в интернете надо будет это забивать. То есть капздец. Очень тяжелая книжка, немецкая. Вот. У американских машин такой проблемы нет. Там вся информация есть, какой фьюз, что, где. На крышках там обозначено. Вот с обратной стороны вот крышка от фьюза. Тут ничего не обозначено. Такие вот дела. Да, небрежного как бы владельца сразу видно вот по мелочам. Вот поломано, вот здесь вот этой штучки нету заглушки. Сейчас здесь вот эту на место поставил. Что они делали, я не понимаю. Что куда лезли? Все поломано как-то. Ну, вот не знаю, короче, вот по мелочам. Кстати, потолок здесь вот этот материал чуть-чуть провисает. Но это ладно, фигня. Нет, а в целом вот у нее вроде 3 хозяина было с 16-го года. Вот салон вообще четкий, руль офигенный. Его помыть только надо. Я даже его не буду чехлом закрывать. Мне нравится этот руль. Вот. Так что вот говорю, какой объем работы. Завтра мне свечи придут, послезавтра мне придет вот впускной там коллектор, который ругается, ошибка 20-15, по-моему, на него. Я сразу в сборе его поменяю, это стоит где-то, сколько, $82 это стоит, фигня, нафиг, не буду там сенсоры проверять, ничего, там сразу в сборе с сенсорами всякими. Вот, это шо по основному подвижку, ну, то есть то, на чем он ругается. Вот, и вот надо с кнопками здесь разобраться. Завтра попробую руль разобрать. Или может сегодня даже. Мне просто надо руль повернуть. А для этого надо аккумулятор поставить, а он заряжается. Вот, а так вот сиденье, она как новая вообще. Вот сиденье все офигенные. Вот это качество, конечно, классное. Не думаю, что здесь как-то бережно относились к этому всему. Просто хорошее качество кожи. Мне очень нравится вообще. И, кстати, нету ковриков здесь. Коврики надо будет еще заказывать. Мне тачка очень нравится. Я проехался сейчас на ней, я почувствовал, как она офигенная. У нее руль очень легкий. Очень классная она в этом плане. Руль, мягкая подвеска. Класс, класс. Ну, еще вот сейчас в порядок ее приведу. Будет чики-пуки. И, кстати, это самая молодая моя машина, которой я владею. То есть 16-й год, получается, и даже 10 лет нет. Вот, все остальные машины были 10 и более. 10 плюс. То есть 14-й год была самая свежая машина у меня, а это 16-я. То есть 9 лет формально. Так что прорыв. Кстати, здесь дверь водительская была миненная, что ли. Здесь кто-то писал, вон, left front, короче. Вот. Какие-то обозначения. Не знаю, это же не на аукционе, наверное, писали. Хотя цвет такой же, но я не думаю, что это на аукционе. Первый раз это вижу. Может быть, мининая была. Сейчас зашел в мексиканский ресторан. Он тут рядом совсем находится. Красота такая. Вот. Сегодня же день рождения у Аечки. 25 июня. Отмечаю в одиночестве так. Так, очередной день. Вот мне свечи пришли. Сейчас вот меняю свечки. Вот старая справа. Вот какой-то нагар вообще на ней ужасный. И она оригинальная. Там Volkswagen AG стоит. Может быть, ее вообще ни разу не меняли за все время. Хрен его знает. Вот ставлю новые свечи. И надеюсь, все будет лучше гораздо. Насколько здесь усложнено все по поводу крепления вот катушкам. Я вот тут все крепления поломал. Они то ли от старости, то ли от чего, ну просто ломаются. Настолько все усложнили они здесь. Потому что ну, обычно на американских машинах там ну, очень простые крепления. Каждый просто отдельные проводки без вот этой... Тут как топливная рампа она целиком, короче. Ну, не знаю. После американских машин, ну, сейчас, кажется, все так усложнено. Потому что другое все. Немцы, шо скажешь, немцы? Так, ну, как-то странно завелся, короче, двигатель, что-то начал. Вот с этим проблема, ошибка 2015, вот этот впуск, там шторки специальные, и они, шторки некорректно работают, видимо. И он не знает, сколько воздуха, ну, сколько получается добавить, то открылся, то закрылся, короче,
Вот, и ошибки по цилиндрам все равно вылезают. Вот. Завтра мне придет коллектор. Ну, вот этот вот я менять буду эту штуку. Если, ну, а потом уже посмотрим насчет катушек, потому что, как бы, советуется вообще менять катушки здесь тоже вместе со свечами. Такие вот дела. Но пока все равно работает некорректно, по цилиндрам там какие-то ошибки. Но вот это вот веселится, вот эта штука, впускной коллектор. Так, очередной день. Я разобрал руль, достал вот эту улитку так называемую. Вот внутри так и есть, да, шлейф был порванный. Вот он весь растрепанный. Вот, и не знаю, что делать, ремонтировать его или новую заказывать. Надо посмотреть по ценам, сколько там стоят новые. И там уже смотреть, потому что, ну, ремонтировать, это хрен знает даже, как ремонтировать. Можно, конечно, все делать. Все можно сделать, но неохота возиться. Если до $100 эта улитка стоит, мне проще заплатить, наверное, чем мурыжиться с ней. Да, короче, я посмотрел, поеду на разборку, там есть пассаты какие-то, если там не разобраны рули, эти улитки, то можно на разборке ее посмотреть, потому что что-то в интернете я посмотрел, около $150 стоит, и то там не с Амазона, а там с eBay, там долго будет идти, короче, вся эта ботва. Вот, проще съездить на джанк-ярд и посмотреть эту улитку. Так, ну с рулем понятно. Вот, мне еще пришел коллектор новый. Ну, не оригинал, естественно. С Амазона что самое дешевое нашел. Вот. И буду, соответственно, сейчас снимать коллектор. Дело это непростое. Вот его сейчас надо будет снимать. Тут много всяких трубочек, креплений. Короче, дофига всего. Вот, нужно фильтра, вот это все снимать, что вокруг. Вот этот фильтр надо снять. Ну, короче, работенки здесь хватает. Вот. Фух. Тут еще все в масле, грязно, блин. Так, я уже часа полтора снимаю этот коллектор. Конечно, мероприятие это очень тяжелое. Немцы намудрили, конечно, тут всего вообще. Задолбался, блин. Там какой-то болт снизу. Я по туториалу смотрел при том, потому что самому здесь это в 2 раза дольше ты будешь все это делать. На ютубе нашел видео, и как бы по видео смотрю, так все шаг за шагом. Вот, остался какой-то один последний болт, он держит, вот у меня уже отсоединился коллектор, и вот там один болт, а в туториале так, его не было. То есть там мотор немножко другой, 1.8, но вообще почти все, 99% получается все одинаковое. Ну там про болт он не рассказывал, либо забыл. И вот он держит там, я вообще хрен знает, как до него там добраться. Жизнь. Я теперь понимаю, что эти Volkswagen, они на сервисах очень хорошо зарабатывают. Настолько все усложнили специально. Ну, сервис это же бабки. Что, машину раз продал, я не говорю за качество машин, машины-то могут быть хорошие, но хорошая машина это проблема для производителя. А с чего зарабатывать? Ты один раз продал и все, она ездит. А здесь как бы человек приезжает в сервис, потому что машины, ну реально вот коллектор этот снять. Притом этот коллектор, как я понимаю, это вообще расходник. То есть это не то, что там поставили и он ездит до конца. Не, он до своего конца ездит типа на 100 000 километров, его хватает и все. И там вот эти вот шторки, короче, ломаются и надо все менять, снимать. Но вот самому это довольно тяжело. Вот говорю, не каждый решится на это, этим заниматься. Мне-то терять нечего. Как бы. Ну, не так сложно на самом деле. Там глаза боятся, руки делают. Матерюсь тут. Вспомнил историю, кстати. Когда я с Восточного Кочевья в Чебоксары вернулся, помню, я организовывал встречу. Ну, то есть встречу там с подписчиками, так скажем, со зрителями. Вот, в таком неформальной обстановке. Вот. И, ну, мы нашли площадку там, я не помню. Бизнес-молодость, по-моему, да. По-моему, там где-то. В Лакреевском парке, короче. Я не помню, как эта херня называлась. Что-то типа такого, бизнес-молодость. Я помню, мне, короче, позвонили тогда с Volkswagen перед этой встречей. И, короче, предложили провести ее, вот эту встречу, на их базе, короче. В их салоне, как я понял. Такие, вот, говорят, давайте приходите к нам. Ну, я говорю, мы уже место определились, говорю, все дела, говорю. Вот, я говорю, а сколько вы заплатите?
Ну, говорит, за печеньки, говорит. Я офигел, говорит, за печеньки. Я ему говорю, ну, а сколько вы, говорит, не, она спросила, я вспомнил, а сколько вы хотите? Я такой подумал, ну, 1012, говорю, за это хочу. Ну, это же реклама, ее красота. Вы хотите, чтобы я проводил встречу на вашей базе, как бы, ну, нафиг мне это надо. Тем более мы нашли уже площадку. Я говорю, 1012, и они отвалились сразу. За печеньки, короче, хотели меня соблазнить. Вот. Ну, насколько я понимаю, так как Volkswagen, они на пиар очень много денег тратят. Не очень много денег, у них активные пиарщики, и они вот готовы там блогерам постоянно машины дают. Это, кстати, вот почему еще момент, почему ВАГ так любят в русскоязычном сообществе. Вот ВАГ. Я, конечно, понимаю, что там не особо-то много вариантов, но ВАГ любят вот как раз таки потому, что им без проблем они навстречу к блогерам идут. Ну, кому-то денежки платят, кому-то машину, может, дают. Я не знаю, по счету этого, но как вариант, короче. Вот такие вот истории, блин, с Volkswagen. И сейчас я матерюсь, блядь, на Volkswagen тоже. Ну что, утро следующего дня, я наконец-то снял коллектор. Вот он, красавчик, блин. Теперь надо все перекидывать на новый. Все, что там есть, трубки, вся вот эта мелочуга. Ну вот, собственно, и выглядит вот как впускной вот этот коллектор. Кстати, он довольно чистый относительно того, что я видел на ютубе у людей. Там вообще такие слои прям мазута. А здесь он вообще довольно чистый, ну, реально вообще чистый, там пленочка просто. Вот эти вот перегородки только грязные, да, их надо почистить будет. В целом все, я свечи обслуживать не буду. Единственное, я заказал резинки, потому что вот здесь, видимо, снимал, резинку повредил. Вот, остальные вроде все нормальные. Вот, ну, я не буду этим, короче, заниматься. Вот. Так что такие дела. Да, и намучился я с этим коллектора снимать вот из-за этой херни. Вот здесь болт был, мне пришлось вот эту подушку отрезать, потому что я его не мог никак вытащить, потому что вот здесь подушка, она, вот болт, он под углом здесь торчит, под углом. Я никак не мог его вытащить. Я гайку отвинтил там, и вот пришлось подушечку отрезать. Ну и хер с ним. И, конечно, я понимаю, что Volkswagen, блин, ремонтопригодность, конечно, капздец, но она очень сложная для обычного пользователя. Ну, очень много всяких мелочей. Короче, это машина для сервисов. Вот бизнес на сервисах делают. Вот это машина для сервисов, потому что вот лезть вот в такую авантюру, ну, говорю, не каждый решится. Там пока одно снимешь, вот этот коллектор, там можно столько всего поломать, вот просто психануть, короче, там дернуть как-нибудь не так. И все, вот еще надо собрать потом это все. Одно дело снять, это легко, а потом это еще все собирать надо, вот правильно. Так, все вроде перекинул. И вот по поводу вот этих вот шторок впускного коллектора, вот, они вообще просто люфтят. Вот я просто здесь трогаю, но такого не должно быть. Там просто они вообще своей жизнью жили, короче. Крындец им. Вот мне еще сюрприз тут. Пластиковый патрубок антифриза. Сюрпризик. Да, короче, вот. Сломался он, я не знаю, сейчас это он сделал, или уже треснутый был, или когда я снимал, там все. Короче, вот такая ботва, надо будет заказывать этот патрубок. Полупластиковый мотор. Короче, $19 на Амазоне вот эта вот херня стоит пластиковая. В общем, и придет только в понедельник, а сегодня суббота. Так что сборка откладывается до понедельника как минимум. Так, ну что, я на разборку пришел. Вот. Что мне нужно? Мне нужен патрубок тот, который у меня сломался. И самое главное, подрулевая улитка. Вот я нашел Passat 13 года. Он чисто такой же, как у меня, руль.
все те же кнопки, то есть там улитка должна подходить. Ну, стопудово должна подходить. Вот, сейчас буду разбирать. Но патрубок этот я возьму только... Нет, здесь не вариант этот патрубок брать. Во-первых, мотор другой. И мне нужно, чтобы был разобран коллектор. Я не собираюсь коллектор разбирать, потому что надо разбирать коллектор. Я лучше с Амазона закажу за $19. Поэтому надо будет найти мотор с разобранным коллектором уже. Смотрите, здесь огромный список всех Volkswagen'ов, которые здесь есть. Не знаю, сколько здесь машин. 50, наверное. Если не больше. Вот. И ни одного Тигуана нету. Passat, Jetta, CC, Golf. Один Touareg есть и все. Вот основной Passat, Jetta, Golf. Вот Jetta и Passat больше всего, конечно, здесь. Да. Так, снял на одной. Не подходит. Вот, отличается здесь АЕ в конце, а у меня АП. Потому что здесь на руле только с одной стороны кнопочки. Хотя это Passat 15 года. Странно. С другого Passat снял 12 года. Тоже не подходит. Вон в конце стоит H. А мне нужно AP. Вот. Тут Golf рядом стоит. Может, у Гольфа будет подходить. Потому что платформа-то одинаковая. Golf и Tiguan. Может, у Passat. Хотя руль здесь точно такой же, как и на этом. Только немножко разъемы отличаются, конечно. Вот здесь они, вот кнопки справа и слева соединяются вместе в один штекер и подсоединяется один штекер. То есть принцип другой, а там у меня они вот по каждый шлейф по отдельности втыкается в саму там, в коннектор, короче. По-другому немножко устроено. Так, тут еще один момент мне нужен. В общем, трубку я закажу, не буду искать, сейчас мотаться, жара, блин, не хочу. Здесь коврики есть от Гольфа, у меня ковриков на Тигуане нет. Вот. И мне такое ощущение, что они подойдут на Тигуан, короче. Вот, потому что, блин, салон почти вообще такой же есть. Платформа такая же. Вот, и возьму, рискну, наверное, коврики эти резиновые. Я не знаю, сколько они будут стоить. Ну, копейки должны. Фу, короче, эти коврики я взял от Гольфа. Думал, подойдут. Но они, короче, дорогими оказались. Почти $40. $40 с Амазона новые коврики стоят. Нахрен мне они нужны? Бэушные, резиновые. За такие деньги. Он даже $10 скинул. Я говорю, все равно это дорого. Я как бы думал, $10-15 это коврики сраные. Старые, блин. Так, сейчас поставил улиточку вот эту вот. Новую. Вроде все подходит, посмотрел по коннекторам, все вообще сходится со старой. Все идентично. Так что сейчас ставлю руль. Аккумуляторы накину и посмотрю, работают кнопки или нет. Эврика. Кнопки работают, короче, вот, все. Понятно, сейчас ошибок он там мне накидал, потому что все разобранное. Все. Кнопочки работают. После ливня так классно на пляже здесь. Вообще так свежо, хорошо. Никого нет. Офигенно. Еду себе, никого не трогаю. Думал, сейчас до маяка доеду. Тут такое небо. Я такой смотрю, я в Half-Life какой-то попал здесь. Здесь такие трубы, реконструкция какая-то пляжа. Это Понс Инлет уже. Территория это уже не Дайтона Бич. Вот они что-то здесь пляж отвоевывают у океана. Какие-то там техники много. Он работает. Техника там. Даже сейчас. Вот, ну реально Half-Life. Ну, сейчас тут не проехать. Тут целая река тут сливается. После дождя, после ливня. Сейчас вот трубы наполнены. Мимо оттуда идут. Да. До маяка чуть-чуть вот там осталось. Вообще недалеко. Вот там коса видна. Там еще вон трубы тоже так же. Речи. Ну реально же Half-Life прям. Я не знаю, даже небо такое вот
Вот, не знаю, камера, наверное, не передает вот такие текстуры прям half-life-ные. И это такое вот, полудымки такой. Ну, вообще интересно очень. Так, пойдем через речку. Теплая водичка такая. Вообще по кайфу. Океанская прям холодная, кажется. Доехал. Серферы кайфуют. Ой, тут даже он crime, нельзя вообще сюда ходить. Криминал тут будет сразу. Депорт. Вон там Нью-Смирна Бич уже. Так, мы сейчас пришли на свалку кораблей, тут пополнение. Вот тут парусная яхта стоит. Вот она стояла там в доке у нас рядом. Вот она сейчас тут оказалась. Когда док на ремонте, в общем, всех разогнали там, видимо. Я потом видел, эта лодка стояла там рядом с мостом. Вон там вот. А теперь она здесь оказалась. Интересно, как, что с ней случилось-то, непонятно. Тут большая лодка такая, хорошая. У нее мачта, что ли, сломалась. Что-то, видимо, она с якоря, наверное, слетела. Потому что у нее сломанная мачта. Видимо, реально у нее это... Какие большие вот эти. Да, колеса. Они прям большие, как я. Да. Так, ну внутри здесь сорочельник, там ничего такого. Плита есть. Так, сегодня будет день сборки. Я сейчас жду с Амазона посылку. Сейчас 11, она может часа через 3 только придет, блин, долго ждать. Вот, но мне пришли резинки, набор резинок, потому что вот резинка оригинальная вот так вот сломалась, когда я снимал. Вот, а подходящей резинки такой нет, кстати, она толстая. Я заказал набор, но они все тоненькие. Они все тоненькие. И я вот заколхозил вот такой момент здесь. Не знаю, будет это работать или нет, короче, там вот такие 3 резинки одел. Они плотно прилегают. Конечно, ну, это немножко не то, но будем надеяться, что это поможет. Что ничего ниоткуда проливаться не будет. Будем на это надеяться. Ну, выглядит вроде ничего. А, еще я почистил вчера вот эти вот перегородочки. Вот там нагар, конечно, такой был. Ну, как на свечах, которые я снимал. Такой твердый нагар. Пришлось там прям щеткой металлической это все чистить. А внутри, конечно, там, ну вот, не знаю, видно, нет там эти форсунки. Ой, не форсунки, как эти клапана, короче, они вообще в нагаре все. Вот здесь вот чистенько снаружи, а вот внутри прям вообще нагар. Вот я не знаю, как их чистить, блин, там внутри. Там тоже металлической щеткой, но надо специальным средством. Оно у меня есть там для чистки двигателей. Но там внутри, блин, я не буду этим заниматься. Я даже форсунки не доставал. Не хочу видеть, что там внутри. Меньше знаешь, лучше спишь, как говорится. Главное поменять этот впуск, и чтобы все заработало. Ой. Так, мы сейчас с Катей вот в Орландо приехали. Идем на футбольный матч. Сегодня Манчестер Сити с Аль-Хилялем играет. 1/16 финала. Так что крутой матч. И первый раз буду на таких грандов, на таких игроков смотреть сегодня. Интересно. Идем. Так, пришли, зашли. Народу сегодня много.
мы поменяли дислокацию сейчас. На самый верх пришли. Аль-Хиляль забил, сравнял 1-1. Сейчас второй тайм только начался, они сразу забили вон там. Бам, с головой, головешником. Так что вообще, игра интересная. Сверху вот отсюда вообще классный обзор. Игру очень хорошо видно. Гораздо лучше, чем вот там вот мы сидели. Так, короче, основное время закончилось. 2-2. Аль-Хиляль молодцы, сравняли там. Сейчас он поле поливает. Команда там Пеп Гвардиола там что-то там задвигает. Симеон Инзаги. Где он там? Вон он там. Матч вообще бомбический. Аль-Хиляль 4-3 выигрывает сейчас. Осталось буквально минута дополнительного времени. Отыграется Манчестер или нет? Или давайте отыграйтесь и пенальти будет. Я бы хочу за это уж. Раз уж дали столько. Матч бомба. Оба! О! Это бомба. Ну все, по сути, сейчас свисток будет. Большинство за Аль-Хиляль здесь болеет. Побежали.